Защита своих территорий не является провокацией. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Таджикистан не считает нарушением выставления пограничного наряда на таджикско-кыргызской границе. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Вопрос на границе с Таджикистаном решен. Эвакуированные ранее жители сел в скором времени вернутся в свои дома. Погранвойска Таджикистана назвали несоответствующими действительности сообщения СМИ о нарушении договоренности с Кыргызстаном. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-центра пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. Погранвойска Таджикистана заявляют, что согласно протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. В соответствии с договоренностью в рамках межправительственной комиссии отдельные пограничные точки были описаны. В связи с этим в настоящее время пограничный наряд погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан осуществляет охрану согласованной линии прохождения таджикско-кыргызской госграницы, сообщается в заявлении. Также отмечается, что пограннаряд выставлен по принципу паритета. С другой стороны, на участке перевала Карамык установлен пограничный пост Кыргызской республики с надлежащей инфраструктурой. Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и ее юридического оформления, говорится в заявлении. Сообщается, что с целью скорейшего завершения процесса делимитации на данном участке предложено поручить топографическим рабочим группам сторон продолжить работу по описанию линии прохождения госграницы. В сообщении отмечается, что одним из оставшихся неразделенных участков на данной территории является перевал Шаты, и ранее стороны договорились продолжить работы по определению линии прохождения госграницы на данном участке и представить свои предложения, говорится в заключении. Участок, о котором идет речь, расположен на таджикско-кыргызской границе в районе Лахш, Таджикистана. Ранее кыргызские СМИ обвинили Таджикистан в нарушении договоренностей и установке контейнера на неописанном участке границы. Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации кыргызско-таджикской границы, 4 июня около 3 часов утра начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом вглубь территории Кыргызской республики до 1000 метров, сообщает пограничная служба Кыргызстана. В ведомстве также отметили, что с таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильных и легкобронированной технике, и пограничная служба ГКНБ Кыргызской республики принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта. Сейчас уже стало известно, что стороны отвели свою технику от границы вглубь. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Как вы думаете, кто в этой ситуации был неправ? Или просто выскажите свое мнение в комментарии. Но тем не менее напряженность сохраняется, и выставлены дополнительные наряды для сохранения безопасности на границе. Сейчас ситуация более или менее стабильна, но также сказать, что все успокоилось, нельзя. Эту ситуацию оценил Станислав Причин. Вновь обострилась ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана. По данным Погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с таджикской стороны наблюдается скопление военных на автомобилях и легкобронированной техники, а также их заход вглубь кыргызской территории. Подразделения погранслужбы Кыргызстана перешли на усиленный вариант несения службы. В целом ситуация достаточно сложная. После обострения конфликта прошло уже заметное время, но пока заявления о том, что стороны готовы вернуться к переговорам и решить вопрос, не оправдываются. Так, к 9 мая планировали согласовать ряд неделимитированных участков границ, но результатов переговоров и их итогов нет, сказал он. По мнению эксперта, подключение к переговорам посредникам в нынешней ситуации не будет иметь желаемого эффекта. Необходимо делимитировать 400 километров границ. Как правило, граница проходит по участкам, где проживает большое количество людей. Они совместно используют воду пастбища. Соответственно, проведение границ сопряжено с серьезными конфликтами местного населения. В таких условиях трудно рассчитывать на привлечение медиаторов. Если стороны сами на политическом уровне не готовы договариваться, и даже если есть договоренность, но они не принимаются местными властями, старейшинами, населением, то подключение международных посредников выглядит не совсем продуктивно. Здесь все-таки должна быть нацеленность самих государств на решение спорных вопросов, считает Станислав Причин. Вы согласны с таким мнением? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.